Мы сейчас находимся, как бы правильно было, наверное, назвать, в социальном доме Терях. И здесь происходит в рамках акции «Путь дому» передача вещей. Эти вещи собирались в управе промышленного округа города Якутска. Прямо там. И сейчас вот половину вещей уже отдали, а точнее практически большую часть. Сейчас мы увидим, как передает глава управы промышленного округа последние из остатков. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое. Это вот все для наших посетителей и людей, обратившихся к нам в трудной жизненной ситуации. Конечно, эта помощь неоценима. У нас в основном находятся лица мужского пола, поэтому мы стараемся принимать в основном вещи для мужчин. А женских вещей приносят очень много, за что мы благодарны нашему населению, но дело в том, что у нас только 10 мест женских, а 70 мест мужских, и, соответственно, востребованы больше мужские вещи. Это уже не первый опыт, когда нам управа помогает. Вот недавно Октябрьский округ нам передал тоже очень много вещей. Ну и работаем с Губинским промышленным округом, конечно, которым рядом. Пользуясь случаем, скажите размеры. Дело в том, что это великая, кажется, вещь. Да, размеры в основном, конечно, востребованы. Ну, среднестатистический мужчина, ростом 170. 48, Выше, 50. да, 48-50 размер, рост 170, нога 42, 43, 44, самые востребованные размеры. А обувь нужна и летняя, и зимняя, любая, да, или как? Любая, абсолютно. К нам круглогодично поступают люди, и люди, поступившие летом, например, они у нас находятся же до полугода в нашем отделении, и человек в летних вещах поступает, и ему, соответственно, уже по сезонам нужно теплые вещи, необходимо бывает. А костюмы можно, да? Мы, конечно, нужны любые вещи, которые можно носить. К нам поступают и молодые, и пожилые, разного возраста люди, поэтому в разной ситуации оказавшиеся, и учителя бывшие, костюмы всегда нужны. И спортивная одежда, и повседневная, бытовая, даже домашняя одежда, и то бывает. Вы, пожалуйста, представьтесь, а то многие... Я заведующая отделением социальной адаптации Терях, уже не первый раз участвуем в акции, участвовали во всех акциях. И наши клиенты, конечно, благодарны всем людям, которые принимают участие в данных акциях. Вот сегодня акция прошла, мне сказали, вы уже приняли 6 человек, да? Да, была договоренность принять 5 человек, но ввиду того, что поступило очень много желающих именно поступить в наше отделение, мы пошли навстречу и приняли еще одного человека. А есть какие-то критерии, которых вот все время спрашивают люди, чтобы знать, а то у нас ваш социальный дом пользуется большой популярностью, это понятно. Может быть, надо все-таки людям знать, что, ну, по моему понятию, не все сюда могут попасть. Здесь дело в том, что мы принимаем по договору социального обслуживания, да, и к нам поступает человек, если признан нуждающимся в социальных услугах. Это люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Раньше было такие случаи, что находились люди, которые сдавали свое жилье и на полное довольствие хотели устроиться в наше отделение. По таким людям мы проводим проверку и составляется акт обследования жилищных условий. Если у человека есть прописка, мы для этого обращаемся в адресный стол, так как берем людей только нуждающихся действительно в помощи государства. Я, конечно, из опыта знаю, потому что я снимал этот театр, когда он открылся, когда людей. И там была функция вот основная, не только же медицинское обследование, вы же еще документы восстанавливаете, то есть там целый такой мощный перечень, да? Да, мы оказываем полный перечень социальных услуг, который описан в законе. Это социально-психологические, социально-медицинские, социально-бытовые, социально-трудовые, а также сопровождение клиентов и консультирование. И бывали такие случаи, что человек поступал с потерей памяти и без документов, из лечебного учреждения зачастую, да, с потерей памяти. С такими людьми
стороны, мы работаем совместно с органами, которые устанавливают личность человека. Затем мы восстанавливаем ему все документы. И в конечном итоге мы его устраиваем либо в лечебное учреждение, либо в учреждение дома-интернаты для инвалидов. Ну, если требуется по медицинской части это. Вот сегодня еще участвуют в этой акции землячества, да, вот как вы к этому относитесь? А что они там своих отбирают? Ну, в нашем деле все средства хороши, и, конечно, то, что участвует землячество, мы только приветствуем, поскольку самой основной работой нашей считаем, да, немаловажной частью нашей работы, считаем восстановление семейных связей, родственных связей. Так как действительно человек должен быть соединен со своими родственниками не только, как говорится, на документах, но и морально, и психологически восстановить связь. Зачастую так бывает, что в течение долгого времени человек жил в другом городе, потерял связь и не общался, и не уверен, захотят ли его увидеть в подобной ситуации родственники. И часто бывает, что родственники с радостью, они, оказывается, ждали столько лет, хотели с ним возобновить связь, и благодаря работе нашего психолога, работе наших специалистов, мы восстанавливаем эти связи, и человек обретает уверенность, что его там ждут, все хотят его видеть, никто от него не отказался. И хотелось бы, вот, так как, пользуясь случаем, что у нас присутствует глава промышленного округа, хотелось бы узнать, вот, как вы взаимодействуете, или у вас только вот сбор вещей пока? Нет. На данный момент как бы у нас социальный отдел работает совместно с Теряхом. Как бы вещи не только по акциям собираются, но, в принципе, жители информируем, что в любой момент готовы как бы организовать пункт. Приносите, конечно, будем собирать и также предоставлять. Я правильно понял, что теперь можем еще в управу промышленного округа в любое рабочее время привозить вещи, конечно. И они будут уже там распределяться, конечно, нуждающимся. И хотелось бы узнать, вот представиться сначала и сказать, как вы относитесь к этой акции. Меня зовут Иванов Александр Александрович. Являюсь главой управы промышленного округа. К акции-то, конечно, отношусь положительно, хорошо. Это все-таки реабилитация людей. Человек ни от чего не застрахован. У каждого может быть та либо иная жизненная ситуация. Когда есть такие адаптивные центры, это, конечно, какая-то будет опора. Допустим, понимаете, у нас население юридически не сильно подковано. Вот даже восстановить паспорт, да, даже вот, как сказать, с нормальной семьи человек, да, нормально работающий, для него даже это бывает сложно. А если есть такие центры, которые полный спектр услуг предоставляют для реабилитации, то есть для восстановления документов, для адаптации в обществе, да, это большой плюс, я считаю. А вот сейчас вот акция, она немного, как сказать, стала уже предметной. И основное это проблема учета, да? И хотелось бы узнать, смотрите, у вас действительно очень сложный опыт, промышленный, большой. Да. И о социальных, давайте людей в трудной жизненной ситуации достаточно большое количество. И вот здесь вот есть какие-либо, может, пожелания, решения, какие-то аномальские. Потому что сходу такую проблему не решишь. Да, действительно, нам нужен конкретный учет. Учет населения, допустим, с тюрьмы выходят, да, потом с тубдиспансера. Допустим, врачи, у них есть, конечно, своя врачебная тайна, да, разглашение конфиденциальной информации. То есть нам для работы социального, блока нашего, да, такая информация нужна. Допустим, туббольных вот мы не знаем. У нас есть голые цифры, а по факту, где проживают, где что, какая форма, открытая, там еще какая-то. То есть мы информацией не владеем. То есть если была бы информация конкретно по тем либо иным людям, да, мы бы взаимодействовали бы, помогали бы и, допустим, туб-центру, да, туб-диспансеру. Туб-диспансер, здесь еще одинокие люди, да? Сейчас только благодаря уполномоченному по правам человека начинается какой-то учет. И это тоже, наверное, вам информация необходима? Да, эта информация, конечно, нам необходима, потому что вот тоже случай у нас был, да, женщина одиноко умерла и несколько дней же, да, по-моему, пролежала. Вот видите, мы даже не знали об этом.
пока вот жители вот не начали в полицию звонить, да, вот трупный запах, то есть об этом бы даже никто не узнал. То есть реально вот учета такого населения у нас действительно работа идет очень плохо. И вот ваше отношение к акции. Может ли акция позволить улучшить данную работу или хотя бы немного, я не знаю. Я считаю, что данное население, особенно вот этой категории, мне кажется, их надо на счет взять. Смотрите, на мой взгляд, мне как кажется, да, тут не только уполномоченный по правам человека должен работать, не только управа должна работать, да, тут, знаете, тут все общество, да, должно объединиться, да, и в любом обществе есть активные люди. И именно вот эти активисты, они должны вот, до человека донести, вот у тебя вот все хорошо, вот, а у человека вот, вот так вот случилось. Давайте поможем. Давайте вот в управу обратимся, давайте в уполномоченного по правам человека обратимся. То есть, человек существо разумное, да, человек, он привык жить в обществе, да, а как бы изгонять кого-то и делить на социальный статус, я думаю, неправильно. А такие акции, да, действительно не нужны. То есть хотя бы эта проблема будет озвучена, эта проблема будет видна, и то есть с мертвой точки вот сам процесс двинется, надеюсь. Раз я такой задам один маленький провокационный, но очень большой вопрос. Мы сегодня разговаривали с МВД Республики Саха-Якутия. Необходимо ли вытрезвители? Как вы считаете? Да, и по этому поводу я хотела бы высказаться. Это наболевшая проблема именно для нас, потому что из-за гомонизации общества запретили, я не знаю, не могут найти, к кому будет относиться это учреждение данное, так как категория лиц не относится, как говорится, ни к нуждающимся, никому. Это временное состояние, да, человека. Единственная угроза, которую они себе представляют, это угроза для их собственной жизни, да, вот в связи с тем, что у нас очень холодные зимы. И вытрезвители, я считаю, что необходимо. Идет очень большая инвалидизация населения из-за того, что в состоянии алкогольного опьянения люди падают на улицы, теряют конечности. В целом человек здоровый, работоспособного возраста, как раз когда ему нужно заводить семью, как говорится, работать на пользу обществу, в это время он становится инвалидом. И если бы были бы такие вот медвытрезвители, то, конечно, случаи, мне кажется, такого вот исхода неблагополучного намного бы сократились. В разы, да. А так как еще часто бывает, что нарушается именно общественный покой и порядок такими лицами, состояние алкогольного опьянения, да, например, у нас контингент такой, что злоупотребляет алкоголем, да. И сейчас вот мы не можем никуда направить, звоним только в 02. Там на 3 часа могут задержать этого человека данного, если он нарушает покой. Но в стационаре человека невозможно содержать в таком состоянии. Здесь и другие люди же находятся, правильно? Да, здесь другие. Покой не дают спать. Здесь много пожилых людей, например, да, и у которых давление поднимается от того, что они буянят, как говорится, нарушает их покой. А вот как вы, как глава округа, вот что скажете? Помогли бы вытрезвители вашей работе? Да, естественно, помогли бы. Вот смотрите, ко мне жители очень много обращаются. Я так понимаю, в Терехе есть свои определенные правила, правильно? Внутренний распорядок есть. То есть, алкоголь запрещен, да, то если выпил, могут расторгнуть договор и выписать. То есть, понимаете, проблема сама проблема не решится от этого из-за того, что человек выпил, и мы его выписали, да, а он же у нас все равно на улице остался. То есть медвытрезвитель был бы специализирована такая организация, которая окажет квалифицированную помощь, квалифицированную услугу, то есть человека откачают, человеку помогут, мне кажется, если были бы такие учреждения, то и договор бы с ними, наверное, не расторгался. То есть, да, человек выпил, пройди там, отличись. Другая сторона, в советское время 15 суток никто не отменял. И самое интересное, что они работали на муниципальных работах. Да, все верно. Общественные работы. Это было на местах прямо там, где они проводят. В том округе, в котором они правонарушения стоят. Я вот хотел узнать, вот еще у вас в Терехе, я смотрю, есть гость.
Хотелось бы узнать, как вы сотрудничаете с церковью? У нас уже давно заключено соглашение с РПЦ Российской епархией, и у нас есть закрепленный батюшка, который регулярно приходит к нам и проводит беседы и крещения с нашими верующими жителями. Скажите, Вот пожалуйста, батюшка, отец Даниил. Отец Даниил. На первой акции мы вас там видели, слышали. Хотелось бы узнать ваше мнение по этой акции. Вот мы уже 4-ю проводим. Понимаете, дело в том, что даже разговор о том, что есть люди, которые нуждаются, то есть это дает, что вызывает людей милосердие. Что человек, видя, что кому-то рядом трудно, он все равно начинает думать. А когда ему это и наглядно показывается, что действительно кто-то страдает рядом, кто-то, инвалиды, допустим, или что-то рядом, да, то есть видит человеческую боль. И как бы ни был человек, все равно у него реакция происходит, и человек старается проявить милосердие. Это главное, ведь милосердие – это любовь к ближним. К чему их... То есть наша акция – это милосердие в первую очередь? Это, в принципе, да. Это акт милосердия, то есть помочь ближнему, тому, кто рядом, кто страждет. Ведь сам Господь сказал, в чем заключается наша? Это помощь ближним. Если ты, говорит, ближнему помогаешь, то есть ты, помогая ближнему, ты оказываешь свою любовь к ближнему. А если любишь ближнего, то любишь и Бога. Нельзя без любви к ближнему любить Бога. Вот к чему. Так и здесь, оказывая тому человеку, кто нуждается, ты делаешь хоть маленькое какое-то дело, но ты облегчаешь его страдания. То есть ты действительно и сам человек становится себя чувствует совсем по-другому. То есть уже как-то и видишь, что если еще есть результат твоего труда, то это действительно это человек и окрыляет, и хочется еще что-то делать. Понимаете, это действительно вот такой вот момент. А вот здесь вот, работая с данным контингентом, да, есть какой-то, может, или нету какого-то, проследуется какое-то постоянство попадания в такую ситуацию, или же здесь люди из-за определенных сладостей жизни? Понимаете, здесь такое первое, за одиночество, внутреннее одиночество каждого человека. То есть они как бы замкнуты на себе. И часто чувствуешь, что человек никому не нужен. Он сам в себе и вот на себе зациклен. И вот начинаешь даже в беседах говорить, когда человек начинает открываться, рассказывать даже свою жизнь. Мы видим, когда говоришь о Боге, когда он начинает молиться, когда он понимает, что ты здесь не один на земле, с тобой Господь, святые, Богородица. То есть действительно человек чувствует, что он не один, он не оставлен, и у него появляются силы жить. И знаете, вот очень много, вот были такие моменты, что жалко, сейчас нет таких тех людей, кто и перенесли многие инсульты, были все, но как видно, как они боролись. Вот с верой, даже когда тяжело было спускаться вот на молитву, все равно подходил, вот Вячеслав был, Царство Небесное, но он с каким вот верой, и знаете, вот действительно он окрылялся человек, ему хотелось жить. Вот действительно, то есть вера в Бога, молитва, она окрыляет и дает человеку возможность жить. То есть у наших подопечных есть все-таки будущее вера в жизнь? Конечно, и это видно, что, знаете, честно говоря, иногда, когда первый раз смотришь, бывают пустые глаза, знаете, вот, когда начинаешь говорить, когда помолишься человека, побеседуешь, блеск, радость, то есть уже человек меняется. То есть действительно не хватает, это говорит человек одиночество внутри. Вот именно, когда он слышит и Бога, и ближнего, то совсем окрыляется человек.